Триває прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся з нами, довіряєте нам. У студії для вас працює Аліна Блохіна, і упродовж найближчих 45 хвилин ми будемо говорити про усі актуальні події в Україні та світі. І хочемо розпочати, власне, з такого. Дружині і дочці дозволили побачення з Романом Сущенком перед судом. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін, опублікував фото, де він разом із близькими Романа Сущенка власне і перебуває. Власне, українського журналіста Романа Сущенка, якого затримали у Москві і звинуватили у шпигунстві, напередодні суду відвідали його родичі. А от сам Марк Фейгін заявив про те, що очікування від судового засідання не оптимістичні. Він впевнений, що його підзахисного засудять до 20 років у російській в'язниці. Ми зараз маємо нагоду почути самого Марка Фейгіна. Він з нами на прямому зв'язку. У нього розпитаємо більше подробиць. Марк Захарович, доброго дня. Чи чуєте ви нас? Да, я вас слышу, да. Приветствую вас. Здравствуйте. Марк Захарович, расскажите, пожалуйста, подробности встречи Романа Сущенко со своими близкими. О чем говорили, в каком настроении был Роман? Ну, я уж не раз тут отвечал. В общем, сегодня свидание началось в 10:30, 20 ноября. Это уже третье по счету свидание, так сказать, в тюрьме Лефортово. Роман встречался с женой и дочерью Юлией. Дочь Юлия тоже работает журналистом в агентстве «Укринформ», где и сам Роман работал до момента ареста в его офисе в Париже, постоянным корреспондентом. Длилось свидание час. В 11:30 уже вот попросили освободить помещение. Разговаривали с Романом супруга Анжела и его дочь Юлия через стекло, по телефону. Ну, вот такой порядок для всех на свиданиях, к сожалению, это, в общем, конечно, осложняет процесс свидания. Вот, но тем не менее, значит, час длилось это все, и Роман, у него хорошо все со здоровьем, никаких проблем нет. Вот, он ни на что не жаловался, и, в общем, рад был видеть близких. Но вот он сына не видел год с лишним, он, конечно, по сыну скучает. Вот, но ему привезли от сына рисунки и значит, письмо. Так что я ему это все уже позже передам. В остальном все более-менее в порядке. Я так розумію, що у вас немає ніяких оптимістичних нет никаких оптимистических настроений насчет судебного заседания, что Роману Сущенко грозит 20 лет тюрьмы, потому что он обвиняется по статье «Шпионаж», правильно? То есть мы не можем ждать никакого иного результата, как считаете? Но мне бы, так сказать, не мне, как бы, так сказать, внушать оптимизм к телеканале АТР, да. Всем моим подзащитам, как всем украинским подзащитам, вы видите, выдают по максимуму, что крымским татарам, что украинцам, так сказать, всем политзаключенным развешивают. И поэтому 20 лет это максимальная граница, верхняя граница статьи 276 Уголовного кодекса Российской Федерации за шпионаж. А, собственно говоря, почему бы им и не дать Роману 20 лет, понимаете, так сказать, если можно-то. Поэтому я здесь оптимизма насчет суда и насчет обвинений не питаю. И действительно считаю, что Романа освободит не российский суд, а международные переговоры с участием, так сказать, первых лиц, собственно, России и, так сказать, участников нормандского формата, Франции, Германии, естественно, Украины. Они будут договариваться о судьбе Сущенко, а не решать закон в российском суде. Поэтому никаких иллюзий тут я не питаю и хочу, чтобы не питали их и в Украине. Чтобы на вещи смотрели трезво. А вот перспективы переговоров и дальнейшего освобождения или обмена Романа, там, ну, как понравится, да, она есть. И она неплохая, кстати сказать. Поэтому, так же, как и моего подзащитного в Крыму, которого недавно отправили в Анкару, так и Романа вполне могут отправить в Киев в ближайшие месяцы. То есть после того, как будет уже вынесен приговор Роману, мы можем, в принципе, ожидать на начало какого-то обменного процесса, потому что так происходит в основном, да, что только после приговора, уже когда есть какой-то конкретный вердикт, происходит обмен там между Украиной и Россией. То есть только после приговора, да, возможно, в принципе, какой-то обмен, да? Да. Да, ну не просто приговор, а вступление его в законную силу, потому что, чтобы он вступил в законную силу, нужны две инстанции, да? Приговор выносится в первой инстанции, и после второй или отказа обжалования, да, он вступает в законную силу, и
Формальная сторона в том, что Путин может помиловать, в его полномочиях помиловать Сущенко, но, естественно, в обмен за что-то. Вот этим что-то и является предмет переговоров. Я не думаю, что Кремль и там Путин хотят сильно удерживать Сущенко. Нет у них там какого-то прямого интереса в 20-летней отсидке Романа Сущенко в России, да, в российской тюрьме. Поэтому я думаю, что перспективы есть, просто ей надо воспользоваться правильно. Правильно сартикулировать международную ситуацию в пользу Романа. Но это как бы отчасти моя работа. Вот, я этим и занят, помимо того, что занимаюсь процессуальной стороной вопроса. Но, конечно, решающая роль здесь, да, первыми лицами и, конечно, не в последнюю очередь, да, президент Порошенко, естественно. Он один из главных, так сказать, элементов этого переговорного процесса. Ну и так далее. Так что я думаю, что так оно и будет. Вот мое убеждение, что так оно и случится, но вот вопрос, когда и какими будут условия. Вот вы сказали, да, что, в принципе, Путину и Кремлю Роман Сущенко 20 лет в тюрьме не нужен. Можем ли мы тогда говорить о том, что, например, Россия задерживает каких-то конкретных, да, небезызвестных личностей на своей территории для того, чтобы в будущем выменять и забрать кого-то обвиняемого с территории Украины, своего какого-то гражданина? То есть вот таким методом манипуляции, нет? Ну, конечно, и это тоже, это обменный ресурс, скажем так. Обменный ресурс для Москвы, потому что, ну, судите сами, в Украине задерживают в ходе боевых действий военнослужащих, ну, в том числе и ГРУ и так далее, да, контрактников, а меняют на журналистов, значит, школьников или кто он там, студент ГРИП, например, да, и всяких таких гражданских и мирных, так сказать, людей, которые по случаю оказались не в том месте и не в то время, да. Но это же выгодный обмен, согласитесь. Одно дело комбатант, который там неизвестно убивал военнослужащих ВСУ, а с другой стороны, так сказать, журналист, который приехал к брату. Но нормальный обмен, что? Так сказать, вполне может и такая логика быть, помимо всякой другой. Ну и другая тоже, но это вполне нормальное объяснение, вполне удобное, вполне допустимое объяснение, понимаете? Так что Роман не нужен на 20 лет, потому что еще с ним и держит много. Он же ведь журналист, работал в Париже. Да, за него Макрон заступался, и даже его жена Брижит, которой супруга Сущенко написал письмо. Это много неприятностей, понимаете, от этого. Тебя сатрапом считают, злодеем, а Путин же не хочет быть таким. Он не хочет, чтобы он выглядел как Мугабе. Поэтому, естественно, у него есть мотивация, так сказать, с выгодой для себя поменять Роман на что-то ценное. Спасибо большое, Марк Захарович, що ви знайшли время і присоединились к нашому ефіру. Марк Фейгін, адвокат Романа Сущенка, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Він, власне, розповів про зустріч Романа зі своїми близькими, з дружиною та донькою. Ця зустріч відбулася от перед судом, і про перспективи, які можуть чекати на Романа Сущенка у Росії. Зокрема, про те, що можливий обмін на когось з тих, хто знаходиться з російських громадян на території України. Ми будемо слідкувати за перебігом цієї теми і так само розповімо вам упродовж ефіру ще багато цікавого. Зокрема, зараз звернемося до Білорусі. Там, нагадаю, затримали українського журналіста, його звинуватили у шпигунстві. І от, власне, Комітет держбезпеки Білорусі заявив, що затриманий український журналіст Павло Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Білорусі, які за винагороду збирали для нього відомості розвідувального характеру. Про це на брифінгу заявив офіційний представник КДБ Білорусі Дмитро Побяржин. Власне, білоруський КДБ заявляє про те, що сам затриманий журналіст Павло Шаройко зізнався, що є співробітником кадрового апарату розвідки і працює під прикриттям в званні полковника. Про це затримання, а також ще одне, яке відбулося сьогодні у Білорусі, власне, керівника українського підприємства ПАТ «Завод-обважувач» Олександра Скибу також затримали. Будемо говорити із кінодокументалістом. Леонід Канфер з нами на прямому зв'язку з скайпом. Леоніде, доброго дня вам. Чи чуєте нас? Доброго дня. Да. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про затримання у Білорусі? Чи дійсно слід вірити офіційним представникам білоруських правоохоронних органів про те, що Павло Шаройко – шпигун? Ну, мне известно, собственно, тоже, что и всем, но я могу сказать, что это могло бы быть похоже на правду. Объясню почему. Потому что Беларусь является частью военного пространства России.
И с этой точки зрения не работать разведслужбам Украины против Беларуси, вернее, в Беларуси, но было бы странным. То есть, конечно, работать необходимо, потому что никто не хочет оказаться в ситуации, когда уже вполне официально там российские танки будут стоять со стороны Гомеля и готовы зайти на территорию Украины. Другой вопрос, что все это выглядит очень странно. Во-первых, сегодня была информация о том, что задержали журналиста, у него были обнаружены копии разведданных, которые он отправлял сюда, в Украину. Но я, даже человек, который знаком с разведдеятельностью по фильму «17 мгновений весны», то помню, как Штирлиц сжигал всякие там донесения, шифровки и так далее. Да? Во-вторых, конечно, очень легко обвинить в шпионаже журналиста, который до этого был пресс-секретарем Главного разведуправления Минобороны. Ну, конечно, в тот момент он был военнослужащим, там у него было какое-то звание, может быть, даже полковник. Поэтому это все очень сильно на поверхности, и это, конечно, очень сильно настораживает. Ну и в-третьих, что настораживает, что якобы он создал какую-то целую агентурную сеть. Я вам скажу, я в Беларуси уже давно не живу, хотя я сам из Беларуси, из Минска, и я часто туда езжу, у меня мама там осталась, но найти целую сеть агентов, которые готовы работать на Украину против белорусского государства, в тот момент, когда там все тотально под контролем и тотально везде есть КГБ, это просто нереально. Вот просто нереально. КГБ зачистило пространство настолько, борясь с внутренней оппозицией, что атмосфера страха, не дай бог, где-то прихлопнут, шлепнут, еще чего-то, да, подловят на чем-то, она просто неимоверная. Поэтому я мог бы предположить, что это правда, если бы его поймали на какой-то разведдеятельности, и он действительно работал под прикрытием, это еще куда ни шло. Но что он создавал агентурную сеть огромную, ну не огромную, но сеть предполагает много человек. Я в это, конечно, не верю. От хотілося б у вас запитати, знаєте, в такому трошки більш широкому контексті, я думаю, що ви пам'ятаєте приїзд в Україну президента Білорусі Олександра Лукашенка, зустріч його з главою держави, з Петром Порошенком. Вони говорили про те, що Білорусь ніколи там не нападе на Україну, усіляко сприятиме мирному врегулюванні ситуації в нашій державі. От сьогодні, зокрема, затримали там ще одного, так, керівника українського підприємства, його звинуватили у хабарі. Ну, така динаміка останніми днями затримань в Білорусі. Про що вона свідчить? Чи дійсно настільки наша держава-сусід готова нам допомагати, скажімо, як про це говорить і президент, зокрема? Ну, в Беларуси до этого задерживали российских предпринимателей, а уж журналистов так целыми пачками. Очень известное громкое было дело, когда арестовали Баумгартнера, по-моему, российский предприниматель. Для Лукашенко это всегда было поле для торга политического. И всегда у Москвы был рычаг воздействия на Лукашенко. То начинались на НТВ фильмы «Батька» там 1-2, то начинались какие-то экономические санкции и так далее. Всех этих рычагов у Украины сегодня нет. Если предположить, что за всем этим все-таки стоит политика, то я думаю, что следы этой политики все-таки ведут не в Минск, а в Москву. Я почему-то думаю, что Лукашенко сегодня не выгоден большой политический шпионский скандал с Украиной. Потому что Лукашенко все годы своего президентства, он балансирует. Он балансирует между Москвой и Западом, сейчас между Москвой, Западом и Украиной. И ему это невыгодно, по идее, казалось бы. Минск стал такой площадкой, где сходятся различные игроки, что-то между собой обсуждают, либо он какие-то месседжи до кого-то доносит. Но я хочу сказать простую вещь с точки зрения вот как бы вообще. Вот вы сказали вообще, да? Беларусь является Украины. Оно не является дружественным государством по своей сути, потому что Лукашенко диктатор, б, союзник России, и он связанный, он же не может из этого выйти, и он будет обслуживать российские интересы в Беларуси. И поэтому сегодня говорить о том, что вот Беларусь наш партнер, наш союзник, наш друг, это по меньшей мере странно, хотя логически можно понять, почему это происходит. Это происходит потому, что
Киеву сегодня тоже не хочется делать какие-то резкие шаги в отношении Минска, потому что Минск — это хоть какая-то форма коммуникации, это хоть какая-то площадка, которую тоже мы не хотим терять. Вот. Но, честно говоря, вот те заявления, которые были произнесены во время визита Александра Лукашенко в Киев, ну, это было какой-то не аванс, конечно, даже, это выдать желаемое за действительное. Этого нет. Лукашенко единственный интерес – это сохранение собственной власти, и с этой целью, и с нашей помощью в том числе, он балансирует. Вот насколько ему удается это делать, я не знаю. Поэтому сегодня, мне кажется, все-таки политические мотивы, они главные, они шпионские, и эти политические мотивы нужно искать все-таки в Кремле. Тоді, чи безпечно українцям їздити до Білорусі? Хто ще може бути під загрозою, на вашу думку? Я думаю, это точечная такая акция. Она не будет относиться к каким-то рядовым гражданам. Но вот, как всегда, в общем-то, либо журналисты, значит, враги на территории Беларуси, либо предприниматели, либо там дипломаты. Вот это такой стандартный джентльменский набор. Несколько человек схватили, а дальше начинается какой-то политический торг. Наверное, может быть, сейчас тоже какой-то торг начнется. Я, честно говоря, не очень это понимаю. Нет, ну, что касается того, что вот прямо невозможно туда ездить, этого, конечно, не будет. Будет все как обычно. Сейчас вот случилась эта ситуация. Из этой ситуации как-то Минск, да, и Киев, наверное, будут как-то выходить и между собой общаться. Какие-то наверняка кулуарные уже разговоры между Києвом і Мінськом йдуть. Я дякую вам дуже, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Кінодокументаліст Леонід Канфер був з нами на прямому зв'язку скайпом. Ми говорили про затримання українців у Білорусі. Власне, нагадаю, що українського журналіста Павла Шаройко звинувачують у Білорусі. Його затримали, звинувачують у тому, що він створив агентурну мережу з числа громадян Білорусі, яка за винагороду збирала для нього відомості розвідувального характеру. І також білоруські правоохоронці заявляють про те, що Шаройко зізнався, що є співробітником кадрового апарату розвідки і працює під прикриттям в званні полковника. І також сьогодні стало відомо про ще одне затримання спецслужби Білорусі. Затримали керівника українського підприємства ПАТ «Завод обважувачів» Олександра Скибу. Він прибув до Мінська 15 листопада у відрядження на переговори із, власне, мінським заводом, з яким в українського підприємства існує договір про постачання продукції. Власне, потім був затриманий він правоохоронцями білоруськими. Ми поспілкувалися, на жаль, не можуть до нас долучитися представники українського МЗС наразі до нашого ефіру, але ми поспілкувалися попередньо. Нам повідомили, що українське МЗС вже надіслало ноту протесту у відповідне відомство в Білорусі. Ми будемо слідкувати за цією темою також. Усі подробиці дізнаєтеся в нашому ефірі. А зараз переходимо до ще однієї важливої теми. Це затримання кримських татар на території анексованого півострова. Власне, у кримсько-татарського активіста Руслана Белялова силовики відібрали машину під приводом того, що вона нібито викрадена. Про це він сам розповів у своїй соціальній мережі Facebook після свого затримання в неділю. Він розповів, що їхав до Сімферополя, коли його зупинили через тонування вікон. Взяли документи, після чого заявили, що автомобіль в угоні. Власне, сам Белялов розповів, що його намагалися відправити у відділення поліції. Він заявив, що нікуди туди не поїде, поки не проїде адвокат. Після спілкування з юристами силовики перестали кликати в Белялова відділення на допит. Власне, він заявив про те, що під час обшуків зникли гроші, тепер у нього відібрали машину, що наразі відомо, які останні подробиці у цій справі, ми розпитаємо у Сервера Мустафаєва, активіста організації «Кримська Солідарність». Він з нами на прямому зв'язку. Сервера, чи чуєте нас? Да, здравствуйте. Добрий день вам. Скажіть, будь ласка, що вам відомо щодо затримання кримсько-татарського активіста Белялова, де він наразі перебуває? Усі подробиці, які вам відомі наразі? Ну, смотрите, на данный момент Белял находится на свободе. Его вчера не задерживали самого, как, скажем, человека, да, скажем, задержали и забрали машину.
на которую якобы есть какие-то, ну, скажем, по документам проблемы. Но посмотрим, это уже, скажем, дальше следствие будет показывать, что там, какие проблемы с машиной, насколько они действительно те, что говорят. Очевидно видно, что ни сам Алимдар не мог этого делать специально, чтобы пользоваться, скажем, да, какой-то проблемной машиной. А с учетом последних событий, связанных с данным активистом Крымской солидарности, с активным, скажем, гражданином крымского общества на сегодняшний день, то эти события показывают и выводят на немного другие, скажем, да, неофициальные версии всего этого, а именно связанные с его социальной деятельностью, с его политической, так можно сказать, да, деятельностью, связанной с сегодняшними реалиями Крыма, с реалиями, скажем, да, семей политзаключенных. Я связываю это только с этим. Що всі, в принципі, затримання, які відбуваються на території Криму, вони є політично мотивованими, вони є надуманими, вони є переслідуваннями і репресіями щодо кримських татар. Скажіть, окупаційна влада, чого вона хоче таким чином домогтися? От приходять з обшуками, так, піднімають з самого ранку, затримують, шиють якісь незрозумілі зовсім обвинувачення. Чого залякати хочуть? Чи, можливо, якось, я не знаю, там, ще якимось чином вплинути, тиснути на кримських татар? Чого домагаються? Ну, я вижу здесь несколько моментов. То есть изначально, конечно, видно, что есть потребность подавить любое инакомыслие, любую альтернативную официальной государственной точки зрения мысль. Это первое. И теперь методы борьбы с этим, ну, с учетом того, что есть рычаги и есть, скажем, да, кнопочки на любую ветвь официальной государственной структуры, будь то ГАИ, будь то полиция, будь то прокуратура, будь то судебные дела, которые мы все видим, то, ну, делать эту борьбу с народом, с этим мирным, да, очень самое важное, да, что это мирное сопротивление или мирная борьба за свое право, за свою, скажем, да, честь, за свою совесть, за свою религию, за свой народ. Подавить это, конечно же, кажется, что легко, но тоже не получается, даже с учетом всех этих машин государственной власти и силовых структур. И, конечно, здесь, как я вижу, да, это подавить, это народное сопротивление. Это остановить всех тех активистов, которые сегодня так или иначе не просто появились, а их число растет. И именно с ростом этого числа мы видим увеличение роста давления. Увеличивается количество административных штрафов, арестов. Видим, как эти большие сроки не останавливают народ, семьи. То есть семьи, которые потеряли своих кормильцев, мужей, отцов, детей, не останавливаются. Они дальше продолжают гореть. Мы гордимся своими детьми, мы гордимся своими представителями своего народа. И здесь однозначно, я думаю, поддержка мирового сообщества Украины, да, это тоже дает свой, скажем, ну, такой эффект злости, еще большей злости. И, ну, конечная цель — остановить просто этих людей, остановить это сопротивление, остановить поддержку, как они называют, поддержку терроризма, поддержку экстремизма, скажем, да, разжигание каких-то там террористических или экстремистических каких-то чувств в народе. Это все называется сегодня так. Любое мирное сопротивление. Просто сход граждан к зданию суду, поддержать своего единоверца или соседа или брата уже называется митингом. Ну, здесь просто слов официальных или сегодня объяснимых тяжело найти против всего этого. Я дуже дякую вам, що ви знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Сервер Мустафаєв, активіст об'єднання «Кримська солідарність», був з нами на прямому зв'язку скайпом. Він розповів про затримання на території анексованого півострова, про репресії окупаційної влади Криму. І зараз ми ще однієї теми торкнемося. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та військовою службою правопорядку затримали у Києві дезертира, начальника зв'язку, командира гаубичного самохідного артилерійського дивізіону. Більше про те, хто ця людина, як відбувалося затримання, розпитаємо у радника голови Служби безпеки України. Юрій Тандіт з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, доброго дня, чи чуєте нас?
Да, добрый день, я вас слышу. Розкажіть, будь ласка, хто цей затриманий, чим він займався, з якої, можливо, військової частини він втік, коли і як вам вдалося його затримати? Пока мы эту информацию не будем комментировать, есть у нас порядок определенный. Когда уже мы получим разрешение от тех лиц, кто уполномочен, мы сможем комментировать эту информацию. Я бы не хотел сейчас говорить об этом задержании. Для нас очень важно выяснить всю информацию. Мы сделаем все, чтобы та информация, которая есть, стала достоянием, но только после определенной процедуры. На офіційному сайті відомства, власне, СБУ була інформація про те, що він перебував на території анексованого Криму. Він, власне, туди втік. Ви підтверджуєте цю інформацію? Знаете, я бы с радостью дал вам информацию, понимая, насколько это важно для ваших зрителей. Но мы пока не комментируем ничего, кроме того, что есть у нас на основных площадках, которые мы можем каким-то образом контролировать. То, что мы дали, мы более эту информацию не будем комментировать. Добре, ми, знаєте, спілкувалися упродовж цієї ефірної години з Марком Фейгіним. Він говорить про неоптимістичні очікування від судового процесу щодо Романа Сущенка, про те, що 20 років йому можуть присудити. Утім, після судового рішення може якраз розпочатися більш реальний, конструктивний процес обміну. Як гадаєте, можуть Романа Сущенка на когось обміняти? Ни один суд, который проходит по территории Российской Федерации, нами не признается, потому что все дела, которые связаны с незаконно удерживаемыми нашими согражданами, которые находятся или на территории Российской Федерации, или на территории аннексированного Крыма, или даже в Донецке и Луганске, ни один суд не принимает не только справедливых решений, законных. Например, вы говорите о Сущенко, есть и другие дела, которые проходили по нашим незаконно удерживаемым на той территории согражданам. Я хотел сказать, например, о Николае Карпюке, который еще с 18 марта 2014 года находится там, и он получил, согласно решению одного из российских судов, 20 лет. И мы говорим о том, что мы не должны даже обсуждать эти сроки, потому что как только мы начинаем обсуждать эти немыслимые сроки, мы сразу переступаем за черту фактически российской пропаганды. Они специально раскручивают эти дела, обвиняют наших сограждан в преступлениях, которые они не совершали. Это важно, и мы будем бороться за их освобождение. Пане Юрію, важливе питання є також у контексті того, що впродовж останніх днів дуже так посилилася динаміка затримань українців у Білорусі. Чи безпечно наразі їздити українцям у Білорусь? Ваша позиція, ваша думка? Очевидно, по-человечески я могу лишь сказать, что, к сожалению, мы можем констатировать те факты, что перемещение в сторону, например, Российской Федерации, Беларуси или через линии соприкосновения Донецк и Луганск или в аннексионный Крым уже имеют опасность, потому что есть конкретные факты, когда наши сограждане, пересекая границу, пропадали или же их задерживали спецслужбы соседних государств, как, например, Павел Гриб, молодой человек, который, выехав в Белоруссию, оказался уже в Российской Федерации и проходит сейчас по нему суд. В пятницу мы встречались с его отцом Игорем Грибом и очень подробно обсуждали судьбу не только его сына, но также наших заложников, которые незаконно удерживаются в Российской Федерации. Мы говорим, что, к сожалению, количество заложников увеличивается. На сегодняшний день незаконно удерживаемыми лицами считается 158 человек, и эта цифра растет, и она растет, потому что добавляются наши сограждане, обычные гражданские лица, которые пересекают или линию соприкосновения, или границу с государством.
Я дуже дякую вам, що ви знайшли змогу і долучилися до нашого ефіру. Радник голови СБУ Юрій Тендіт був з нами на прямому зв'язку телефоном. Говорили, власне, про затримання дезертира. Правоохоронці, відзначу, встановили, що він самовільно залишив військову частину у 2015 році, яка дислокувалася на Донеччині, і виїхав на територію тимчасово анексованого Криму. Як розповів Юрій, можливо, згодом з'являться вже більше подробиць, більше деталей, чим він там займався і чому залишив власне військову частину, з ким міг співпрацювати. Поговорили також про затримання у Білорусі та процес обміну. Власне, зараз маємо нагоду також долучити до нашого ефіру Павла Канигіна, спеціальний кореспондент Нової газети, з нами на зв'язку. Павле, чи чуєте ви нас? Налаштовуємо зараз зв'язок. Власне, Павло Канигін, спеціальний кореспондент Нової газети, опублікував напередодні матеріал про те, що Росія та ОРДЛО готуються до обміну полоненими у секретному режимі. От стратегія України – це максимальна публічність. Про що йде мова, які джерела Павла Канигіна про що розповіли? Сподіваюся, зараз можемо вже почути Павла. Павле? Алло. Так, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот такую, знаете, сокращенную версию вашего материала. Алло. Да, сокращенную версию вашего материала «Спецоперация всех на всех» по поводу обмена пленными. Что вам известно, какие ключевые моменты? Самое главное, конечно, это то, чего все ждут, наверное, и в Киеве, в Москве, в Украине, в России, нормальные, здоровые люди, это произойдет действительно обмен по формату всех на всех. Когда мы говорим «все на все», мы имеем в виду не только участников, рядовых участников вооруженных событий на Донбассе, но и таких как бы узников, как Сенцов, как Карпюк, как совершенно в плохом состоянии находящихся заключенных Клыха и Гриба, да, со здоровьем у них очень тяжелая ситуация. Это с одной стороны. С другой стороны, Агеев, Доронин, Гаджиев, это военнослужащие, да, о статусе которых до сих пор идет спор. Сами они говорят, что, как Агеев, что он военнослужащий российской армии, а российская армия говорит, что никакого отношения к Минобороны не имеет. Но тем не менее, то есть это такие знаковые пленники, которых тоже необходимо, конечно же, менять. Все должны оказаться по домам, что называется. Так вот, вопрос сейчас в подвешенном состоянии, как говорят нам разные источники, в Москве, в Киеве, в Минске. В принципе, возможно провести обмен в один раунд, всех на всех. Но для этого не хватает какой-то политической воли лидерам. Кремлю, да, или Банковой, непонятно. Поэтому, конечно, очень тяжело в этом плане идут переговоры. И видно, что стороны ожидают какого-то компромисса друг от друга. Москва ждет от Киева, Киев ждет от Москвы. В итоге получается, что договориться по самым знаковым именам, по самым медийным таким, как бы это цинично не звучало, медийным пленникам удается очень непросто. Например, обсуждают формат, по крайней мере, обмен, например, ситуация с Клыхом очень тяжелая, да, или с Павлом Грибом. Это два, узника, которые, состояние здоровья которых очень тяжелое, и к ним, как минимум, им нужен как минимум профессиональный, квалифицированный медицинский уход и контроль, чего, конечно же, в тюрьме, в российской, сделать невозможно. По крайней мере, предлагается как-то рассмотреть их кандидатуры, да. А с другой стороны, это могут быть также граждане России, чье состояние здоровья тоже не очень, так скажем, хорошее. Но стороны, опять же, повторюсь, как-то очень не хотят в эту сторону думать. И украинские, и российские. Песков говорит, что тема людей, обмена таких фигурантов, как Сенцов, она подниматься ни в коем случае не должна сейчас. С другой стороны, Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной Рады, говорит, что Агеева также в этот раз никто обменивать не будет, потому что там шантажируют украинскую сторону в ЛНР
Вот, что, конечно, странно, потому что я вот разговаривал с людьми, которые готовят эти списки, и они мне опровергли информацию о том, что Агеева кто-то включал в списки на обмен со стороны ЛНР. Павел, ну мы понимаем, я прошу прощения, кто, да, в ком Украина заинтересована, чтобы освободить своих политзаключенных, ну, то есть у России забрать, да, там и в Крыму, в России, кто был задержан, вот забрать, понимаем. А кого хочет забрать Путин? В ком заинтересован он и почему максимально? Дело такое, что Путин, в принципе, ни в ком особенно не заинтересован. То есть Кремль и вообще российская власть, она создается ощущение, что она сознательно не акцентирует ни на ком особого внимания и не хочет высказывать никому какого-то особенного интереса для того, чтобы не увеличить обменную стоимость этих людей, чтобы не сделать из них медийных персон. А Украина, наоборот, противоположную тактике придерживается. Украина максимально раскручивает российских узников, ну, я имею в виду своих граждан, которые находятся в российских тюрьмах, Сенцова, Карпюка, Сущенко, Павла Гриба и так далее. То есть максимально их выставляет, значит, что называется, в паблик. Например, посвящен целый сайт, да, узникам Кремля. Переход на него в одну ссылку с сайта Министерства иностранных дел Украины. Различные компании организовываются, значит, для того, чтобы привлечь внимание к этим фигурам. И, в общем, таким образом их медийная стоимость, она увеличивается. Россия прямо противоположно, да, себя ведет, она ни о ком не говорит. И получается такая ситуация, что сейчас вот в России находятся известные на весь мир там Сенцов, Клых, там Карпюк и так далее. Из граждан России на территории Украины находятся мало кому известные там Доронин, Гаджиев, Коваль, там Сливко, значит, и так далее. В общем, люди с очень интересной биографией, но мало кому известные в широком поле. Да? Вот, например, кто знает Игоря Тимаковского, которого обвиняют в том, что он, значит, скажем так, его обвиняют в том, что он работал на ФСБ, вот, значит, сборе разведданных, но про него никому ничего не известно. Павел, вот, собственно говоря. Я буду вас благодарить, потому что наше эфирное время подходит к концу. Спасибо большое, что поделились той информацией, которая известна вам. Павло Канигін, спеціальний кореспондент «Нової газети» з Росії, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про обмін заручниками між Україною та Росією. За 5 хвилин у прямому ефірі телеканалу АТР «Заман». Дочекайтеся. Я з вами не прощаюся і дякую, що залишаєтеся із нами.